В Ингушетии готовится к реорганизации унитарных предприятий, которые находятся в ведении государства. До 2025 года почти все ГУПы и МУПы должны быть ликвидированы и преобразованы в другие формы. Предстоящую работу обсудили на совещании у главы региона. Тамерлан Измайлов директором ГУПа МАГАЗ сельского поселения Сурхахи является уже 25 лет. За это время аграрий не раз показывал хорошие результаты сбора урожая. В этом же году предприятие выбилось в лидеры по уборке яровых. Около 40 центнеров с гектара. Результат за все время не рекордный, но лучший за год. Нам удалось погасить налоги, частично долги, заработную плату работникам. И мы заготовили собственные семена. И 250 гектаров мы уже дней 10 как отсеялись. К грядущим изменениям прибыльные ГУПы относятся с большим оптимизмом. МАГАЗу процесс дробления и тем более ликвидации не грозит. В ведении ГУПа около 1000 гектаров пахотных земель. На них сеют кукурузу, ячмень, пшеницу и другие культуры. Как признается директор, предприятие справится и с большими посевами, были бы земли. У меня было 2038 гектаров. Мы справлялись. У нас 900 гектаров я озимые сеял. Мы справляемся, конечно, мы справимся. Будем обрабатывать, работать. Вопрос ликвидации ГУПов путем слияния или дробления впервые поднял глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов 20 октября на совещании с участием первого замминистра сельского хозяйства России Джамбулата Хатуова. В агропромышленный комплекс республики входят около 14 государственных унитарных предприятий. Одни из них приносят прибыль республике, другие же наоборот, только убыток. Надо, чтобы эти земли передавались тем успешным, и пусть успешный ГУП, у него будет эта земля, и будем помогать, кто будет работать. А кто не будет работать, значит, это наше право, вот Минимущество, Минсельхоз, берите учредители и определяйте с этими горе-директорами. Семена дали, удобрения дали, а выступает по телевизору и говорит, я много потратил на удобрения и на семена. Так кто из нас лукавит тут? Правительство анализирует. И это будет подход такой. По окончанию, когда я увижу эти цифры, мы уже будем по-другому говорить. У нас много сел, у нас очень много населенных пунктов, где нам развивать надо. Но если мы не будем работать, как это принято, правильно, достоверно, порядочно подходить к своему делу, вот я к чему вас призываю, тогда нам пойдут навстречу. И когда мы в срок, как написано, исполним те требования, которые возложены на нас. Ведь дают деньги, говорят, пожалуйста, чтобы нам шли навстречу, мы должны идти в одну сторону с Министерством сельского хозяйства. В одну сторону. Тогда у нас будет порядок. Причин нерентабельности, то есть убыточности некоторых ГУПов, по словам специалистов Минсельхоза, несколько. Среди них и неопределенность общего объема земель за предприятиями, задолженность перед банками по лизингу, сложные климатические условия последних нескольких лет. Много причин. Почему убыточные? Потому что не хватает средств, в основном не хватает. Приходится пользоваться заемными средствами. Потом в любом случае долг, который ты сделал, с ним надо рассчитываться. Но уже с этого года многие ГУПы у нас практически стали на ноги. Слияние нескольких ГУПов в один, по мнению специалистов Минсельхоза, проблему не решит. Там уверены, что лучше оснастить имеющиеся предприятия современной техникой. Мы вот эти отстающие ГУПы тоже вытащим из этой ямы. И скорее всего, мы отработаем в этом вопросе. Предложение, конечно, правильное, уместное, своевременное предложение главы. Почему? Потому что терпеть эту ситуацию уже дальше невозможно. Надо, чтобы эти предприятия были самообеспечены, обеспечены и зарабатывали
И исходя из этого, там у нас несколько ГУПов, с которыми мы будем работать. Ликвидировать ГУПы и изменить их структуру требует не только глава Ингушетии, но и федеральное законодательство. Так, согласно закону 485 от 27 декабря 2019 года, унитарные предприятия, находящиеся в условиях конкуренции, подлежат ликвидации или реорганизации до января 2025 года. Они могут быть проданы с торгов, естественно, только с торгов. Все должно быть открыто, прозрачно, и наша общественность должна это видеть, знать и контролировать в первую очередь проведение такого рода торгов, потому что это существенная, да, получается, доля нашей экономики будет продаваться, либо преобразовываться акционерное общество, либо иные там, формы коммерческие. Поэтому, когда это все будет происходить, обязательно общественный контроль должен быть со стороны наших общественников и вообще жителей республики. И любое заинтересованное лицо должно быть, для них это все должно быть доступно. Они должны быть допущены к данным торгам, если они заинтересованы. Какой будет форма и структура преобразованных ГУПов, пока неизвестно. Этим займется правительство республики. На данный момент рассматриваются несколько вариантов. Основной – это создание из предприятий акционерных обществ. Большая часть акций или контрольных пакетов будет в руках государства. ГУПы будут реорганизованы. 51% акций будет у государства, 49% акций будет у акционеров. Вот только остается вопрос, улучшится ли ситуация с прибылью. Ведь путем ликвидации ГУПов и МУПов власть пытается сократить степень своего влияния на экономику и стимулировать развитие бизнеса. Чем меньше участия государства в экономике страны, тем успешнее бизнес, считают в антимонопольной службе. Это делается для того, чтобы уменьшить присутствие государства в экономике. Это как бы азы экономики, о том, что чем больше государства присутствует в экономике, тем это пагубнее влияет на саму экономику. Соответственно, только конкуренция может там рождать лучший продукт за лучшие условия для потребителя. Поэтому в нашей республике предварительно план такой составлен. По 485 закону до 2025 года стоит задача ликвидации всех унитарных предприятий. К этому времени не должно быть не только унитарных государственных, но и муниципальных предприятий. В общей сложности в республике их более 60, значит, работа предстоит немалая. Соответственно, Минимушту будет принимать в этом вопросе активное участие. Это связано с инвентаризацией имущества, всего имущества, движимого, недвижимого имущества ГУПов, для того, чтобы мы могли правильно их передать. То есть мы должны иметь четкую картину об объектах, находящихся в пользовании ГУПов. То есть это земельные участки и объекты недвижимости, то есть имущество. Так или иначе, к 2025 году большая часть МУПов и ГУПов превратятся в открытые и закрытые акционерные общества. Они потеряют часть господдержки и будут вынуждены работать в соответствии с требованиями рыночной экономики и под более тщательным контролем. Тем самым должен решиться вопрос их рентабельности. Муслим Ганиев, Ахмед Гандаров, Новости 24.